языка. Знаете, я сам родом из Западной Башкирии. И у нас очень через полосное население. Ну, к примеру, в деревне, где родилась моя мама, наполовину крашинская, наполовину чувашская. И чуваши не православны, а язычники. То есть идут годы, никто их, в общем-то, и не вовлекает в православие. Хотя живут в одной деревне с православными. При Столыпине в этой деревне была построена церковь на деревянной. После революции в этой церкви школа была образована. Вот с тех пор, в общем-то, церковь так и не появилась. Более того, во всей Западной Башкирии, я имею в виду 5 районов самых западных, где центр Калы, всего одна церковь. И когда был жив еще отец Даниил, мы с ним часто об этом говорили. Я говорю, если миссионерский отдел выделяет какие-то средства, не лучше ли направить их на то, чтобы отремонтировать существующие функционирующие церкви? Но, к сожалению, он был твердо упертый и считал, что надо строить татарские церкви. Моя попытка объяснить, что это мало что даст, не убедили. Вначале, в общем-то, вот движение восстановления православия, распространение его связано и с решением национального вопроса. Как вы знаете, у нас живет около 300 разных этнических групп в стране. Но официально крашинцев нет. Крашины до сих пор остаются непризнанным народом. Более того, при Ельцине была сделана попытка как-то вот реализовать эту проблему. И часть крашин, а именно нагайбаков, были признаны отдельным малочисленным народом. А нагайбаки являются частью крашин. То есть они когда-то жили в Западной Башкирии, а именно в районе Нагайбака и Бакалы. И во время царствования Анны Иоанновны именно из них была организована казачья